Глава 25. Превращение Руси в Россию. Локальный этногенез и ойкумена. Весь мир в XIII веке потрясали поистине грандиозные события, но явления природы, в частности этногенезы, шли согласно запрограммированным закономерностям. Так, во время бурных событий, войн, революций, смен стиля, в литературе, искусстве, нравах и мировоззрения, реформации, старик сидит на пороге своего дома, выслушивает новости и кряхтя удаляется на свое ложе, где он и испустит последний вздох. Этносы стареют как люди и также слабеют. Только жизненный цикл у них много длиннее. Византия уже на втором дыхании изгнала латинян из Константинополя в 1261 году, но дальнейшее ее прозябание было наглядной картиной фазы обскурации, затянувшейся до 1453 года. Русь была в том же возрасте. Она все время теряла остатки общинно-родового быта, на котором некогда была основана сила славянских племен. Ощущение целостности этнической системы пропадало вместе с дроблением княжеств, превращавшихся из уделов в вотчины. Князья из государей становились крупными землевладельцами. Дошло до того, что правнук Всеволода III отдал Ярославль одному смоленскому князю в приданое за своей дочерью. Пример небывалый прежде. Значение столицы, сначала Киева, потом Владимира, все падает. Столица переходит из рук в руки соперничающих князей, решающих проблемы не законом, а мечом. Способность к сопротивлению иноземцам слабеет, снедаемая безудержным эгоизмом, характерным для субпассионариев, какими стали князья, бояре и смерды. Пассионариям оставалось только одно место применения своих сил – монастырь. Зато в монастырях они развернули такую деятельность, которая определила культурно-политическое развитие России более чем на 200 лет. Итак, ни Москва, ни Тверь, ни Новгород, а Русская Православная Церковь как общественный институт стала выразительницей надежд и чаяний всех русских людей, независимо от их симпатий к отдельным князьям. Исповедание и этногенезы. Условимся о терминах. Говоря о роли церкви в этнической истории, необходимо отметить три ее ипостаси – религиозную, социальную и ментальную. В аспекте религии церковь – хранительница догматов, место теологических прений и носительница традиций. Эта специфическая область является достоянием очень немногих мыслителей, эрудированных философов и людей, одержимых жаждой истины. Таких всегда немного, и роль их в истории непостоянна. В периоды высокой пассионарности они находят себе учеников и соперников, в фазе инерционной они одиноки, а при обскурации гибель их становится чрезвычайно вероятной. В социальном аспекте место мечтателей занимают прилаты и ересиархи. Они руководят общинами уже обращенных, следят за порядком отправления культа и устанавливают отношения со светскими правителями, иногда присваивая себе их прерогативы. Так светскими государями стали римский епископ Папа и наместник пророка Халиф. Светские правители назывались иначе – король или султан. Обладая фактической властью и силой, светские государи считались с прилатами. Таким образом, средневековая церковь занимала определенное место в феодальной иерархии, что позволяло ей привлечь мыслителей и мечтателей, авторитет коих был таков, что с ним приходилось считаться даже королям, вынужденным давать деньги на школы и университеты, а не только на соборы, мечети и пагоды. Социальная ипостась обеспечивала устойчивость религиозного сознания, сохраняя учения в книгах и картинах, или точнее в библиотеках и музеях, без которых культура была бы недолговечна. В эмоциональном аспекте каждая религия – форма определенного мироощущения, ведь кроме ума и тела есть чувство, то самое, которое создает положительную или отрицательную комплементарность. Подавляющее большинство искренне верующих не умеют разобраться в догматических спорах и руководить политикой своей общины. Они просто чувствуют феномен мироощущения той или иной религии
и выбирают тот ее вариант, который отвечает их психологическому настрою. Их нельзя переубедить логическими аргументами, которые им непонятны. Приказ начальства они игнорируют, не вступая в пререкания, но оставаясь при своем, то есть при том, что им кажется верным без доказательств. Исповедание – модус аттрактивности, неосознанного влечения к предметам обожания. И поскольку та или иная ментальность всегда воспитывается с детства, то она есть у всех этносов, что и зафиксировано этнографами. Поэтому самые распространенные религии – христианство, ислам, буддизм, тенгрианство или почитание неба, митраизм – неизбежно вариабельны. Христианство в X-XIII веках разделилось на римское и греческое исповедание и перестало представлять единство, хотя вряд ли проблема филиок была известна провансальским баронам или малоазийским акритам. Ведь латыни не знали ни те, ни другие. Непримиримость их лежала не в сфере теологии, а в этнопсихологии. Только поэтому так называемые религиозные войны приобретают такой трагический размах, и потому нет необходимости подыскивать для их объяснения мотивы денежной выгоды или политических расчетов, хотя те и другие имеют значение для конфликтов иного типа. Верным сынам католической церкви противопоставлены схизматики, православные и язычники, татары и литовцы. В Галиции папизм победил. В 1323 году погибли последние князья-схизматики. В Галиче Андрей, на Волыни Лев. Ранее было показано, что функционирующие в истории системы обязательно имеют ту или иную социальную структуру. Чаще всего это государство, но в доклассовую эпоху структуры облекаются в формы племенных союзов, например, казахские джусы, а в феодальную возникают купеческие союзы, рахданиты, ганзейцы или даже духовные экстерриториальные полиэтнические целостности. Например, христианские церкви римско-католическая, греко-ортодоксальная, несторианская, монофизитская, а в исламе суннитская, несколько шиитских, хариджиты, карматы, исмаилиты и много мелких и недолговечных конфессиональных общин. Неоднороден и буддизм, причем там внутренних различий больше, чем в христианстве, мусульманстве и даже в так называемом язычестве. Славянское слово «языцы» – перевод греческого термина «этнос», следовательно, язычество – культ племенных богов. При таком толковании в это общество попадает и бог Израилев, Яхве, но не Элоим, культ, предшествующий почитанию еврейского племенного бога. Именно через такие структуры осуществляется взаимодействие между социальной и природной формами движения материи, а потому они для нашей темы отнюдь не безразличны. Заметив это, остановим внимание на организации, а точнее дезорганизации христианской церкви XIII-XIV веков, поскольку, игнорируя ее, невозможно разобраться в коллизии смены уровней пассионарного напряжения на территории Евразийского континента, при том, что формация всюду была феодальной, а различались только возрасты этносистем. Первая вселенская структура христианской церкви сложилась, вернее была установлена, в 325 году в Никее. Тогда на заседание собора был допущен еще не крещенный император Константин. Для того, чтобы церковный канон был соблюден, императору был пожалован чин диакона, ибо миряне на собор не допускались. Так установился союз трона и алтаря. Духовная власть заключала соглашение со светской. Необходимость этой структуры была очевидна. Ереси и расколы потрясали Византию, Восточную Римскую империю, хотя очень слабо ощущались в Гесперии, Западной Римской империи. Да и то только тогда, когда уроженцы Сирии и Египта переезжали в Рим или Карфаген, а восточные германцы, готы, вандалы, бургунды переселялись в Галлию и Испанию. Не усмотреть связи между пассионарным толчком I века и интеллектуальным бурлением на его оси невозможно. Образовавшуюся структуру стали называть цезарепапизмом, но именно она обеспечила Византии устойчивость, благодаря которой христианство восточной модели распространилось от Ирландии до Китая, где оно не удержалось, и до Уйгурии и Монголии.
Но при распространении в пространстве структура церковной организации изменилась. Изменились отношения духовной и светской власти, ибо в большинстве случаев правители не были христианами, а христиане становились еретиками, несторианами и монофизитами. Несторианский патриарх жил в Багдаде, монофизитский в Александрии, армянский католикос в Эчмиадзине. Все это были мусульманские земли. Естественно, что помощи от халифов патриархи не получали, разве что терпимость. Значит, надеяться следовало только на свою паству и, следовательно, считаться с нею. Так сложился демократический вариант христианства, который в XVII веке сформулировал один московский боярин. Богово выше царева. И Алексей Михайлович, сам русский человек, с ним согласился. Обратная ситуация сложилась на Западе, где папа считал себя вправе дарить и отнимать троны, разрешать преступления против закона и бросать народы в крестовые походы. Структура Западной Церкви была основана на монархическом принципе. Для войн с иноверцами, для стремления к расширению, характерному для акматической фазы, это было очень удобно. Но для народов Европы тяжело. Рим требовал с паствы денег, а англичане, немцы и французы платить не любили. Тогда началась длительная война императоров с папами, гибеллинов с гвельфами, парламента с королем Англии и борьба за галликанскую церковь. Папы победили Гогенштауфенов, но стали авиньонскими пленниками французских королей. Эта смута спасла Москву от участи Иерусалима 1099 года, Константинополя 1204 года и Киева 1340 года. Москва не осталась в долгу у истории. На московской земле Русь стала Россией. Если ориентироваться исключительно на социальные структуры как направление политических доминант, то логично было бы предположить, что Древняя Русь была естественным союзником гибеллинов, но это было не так. Тевтонский орден пользовался поддержкой Фридриха II, одобрявшего его расправы с литовцами и западными славянами, а гибеллинский Арагон воевал с мусульманами и греками, Великая Каталонская кампания. Социальные противоречия имели значение внутри своего суперэтноса, а Литва и Русь находились за его пределами и рассматривались как объект экспансии. Поэтому им следовало самим заботиться о себе. А почему Москва? Согласно оценкам историков XIX века, в Великороссии около 1300 года самым сильным княжеством было Тверское, самым воинственным Рязанское, самым культурным Ростовско-Суздальское, а самым богатым Новгородская республика. К концу века положение изменилось радикально. Главным городом Великороссии сделалась Москва, присоединившая в 1364 году к своим владениям стольный город Владимир. Причинам быстрого возвышения Москвы посвящена обширная литература, которую целесообразно свести к нескольким версиям, проанализировав каждую из них. Первая. Географическая версия. Москва находилась практически в центре русской земли, и через нее проходил торговый путь. А поскольку подмосковная земля была скудна, то здесь вырабатывались железные характеры, практичные люди. Такими же были московские князья. Не согласен. Москва лежала на границе Владимирского и Рязанского княжеств, постоянно воевавших друг с другом. Торговый путь по Волге удобнее, чем по Москве-реке, вследствие чего приволжские города были много богаче Москвы. Видимо, не в деньгах счастье. Бедность, в кавычках, природы Подмосковья – результат деятельности москвичей, которые 500 лет сводили лес, чтобы строить и обновлять город. В XIV веке природа там была не менее очаровательна, чем на Валдае и в Заволжье. И, наконец, если население Московского княжества состояло из приказчиков, спекулянтов и скопидомов, то каким же образом была выиграна Куликовская битва? Но мало этого. Современная география, в отличие от старинной, учитывает вековые колебания увлажнения природных зон. Естественным гигрометром в Восточной Европе является Каспийское море, на 4/5 питаемое водой Волги. Следовательно, трансгрессия Каспия указывает на повышение увлажнения в бассейне Волги, в частности в Волго-Окском междуречье. В начале XIV века
уровень Каспия достиг абсолютной отметки минус 19 метров, наивысшей за исторический период. Это означает, что вокруг Москвы очень часто выпадали дожди, мелкие, противные, заболачивающие низины, то есть места наиболее пригодные для хлебопашества. Зимой были частые снегопады и оттепели, а весной обычно высокие паводки, при которых идет размывание берегов. В источниках фиксируются грозы, ливни и другие проявления сильной циклонической деятельности. И продолжалось это до конца XV века, после чего ложбина циклонов переместилась на север. Белое море растаяло, а уровень Каспия опустился до минус 23,83 метра. На карте 1500 года показан остров Чечень. Аполлов. Колебания уровня Каспийского моря. Труды Института океанологии. Итак, в решающем для Москвы XIV веке географические условия там были предельно неблагоприятны, поэтому искать в них причину возвышения Москвы и ее экономики заведомо неправильно. Вторая – социальная версия. Окончательный упадок родового быта. Право на великое княжение дается милостью сарайского хана. Владимир утратил значение стольного города, и за него соперничали Тверь, Кострома и Москва. Якобы в Москве не было усобиц, ибо княжеская семья была мала и было установлено прямое престолонаследие, почему духовенство и бояре предпочитали служить московским князьям как более сильным. Историки прошлого века пришли к общему выводу по поводу вытеснения родовых отношений сначала вотчинными, а потом государственными. Соловьев, а за ним и Ключевский, и Платонов считали, что историк не имеет права с половины XIII века прерывать естественную нить событий, вставлять татарский период и выдвигать на первый план татарские отношения, вследствие чего необходимо закрываются главные явления и их причины. Мнение обывателей и дилетантов диаметрально противоположно. Татары остановили прогрессивное развитие Руси. Вот если бы культурный Запад и так далее. А то, что Галиция и Белоруссия подчинились этому самому Западу, что Новгород стал неполноправным членом Ганзы, и что литовцы дошли до Можайска, Вязьмы и Курска, отнюдь не осчастливив их жителей приобщением к высокой культуре, вообще игнорируется. Ведь нелепо, а спорить необходимо. Ибо задача науки – борьба с невежеством. Слабость позиции ученых сравнительно с обывательско-дилетантской была в их совершенном знании источников XIII-XIV веков. А летописцы не знали слов энергия, энтропия, адаптация в ландшафте и системный подход. Поэтому ученые описывали, что произошло, но не отвечали на вопросы «почему» и «что к чему». В XX веке эта проблема разрешима. Разрешить ее позволяют диалектический метод с законом отрицания и отрицания, системный подход и учение о биосфере. На практике они часто игнорируются, хотя и не оспариваются. По закону отрицания и отрицания жизнь и смерть, а в истории подъемы и упадки, должны чередоваться. Следовательно, понятие поступательного движения или прогресса к таким природным явлениям, как этногенез, неприменимо. Не то чтобы прогресса вовсе не было, но он имеет место только в социальной форме движения материи и в технике, обусловливающей развитие производительных сил. То и другое находятся вне природных воздействий и биосферных системных целостностей. Эти последние возникают вследствие микромутаций и неизбежно уничтожаются энтропией. Так исчезла Древняя Русь, захваченная Литвой, а на месте Залесской Украины в XIV веке возникла Россия. Третья – политическая версия. Известно, что Москва была противником Твери, Рязани, Суздаля с Нижним Новгородом и всей юго-западной Руси, то есть древней русской земли, которая предпочла подчиниться Литве и Польше. Новгородская республика вообще отделилась от Руси. Однако московские князья всех победили и объединили русскую землю. Откуда у них взялась такая прыть, объяснению не поддается. Может быть, это была случайность? Так ли? Но в любом случае это констатация факта, а не объяснение его. Чего-то здесь не хватает.
Может быть, князья-собиратели русской земли обладали административными талантами, позволившими им победить и покорить все прочие княжества, даже более сильные и богатые? По этому поводу высказался очень добросовестный и знающий историк Сергеевич. По его оценке, основатель московского могущества Иван Данилович Калита был лишен качеств государя и политика. Его предшественник Юрий Данилович проявил себя только в интригах и доносах на Михаила Тверского, казненного благодаря стараниям Юрия в 1318 году в Орде. Симеон Иванович своей твердостью и принципиальностью заслужил прозвание «Гордый», не совершив никаких военных подвигов, а его брат Иван Красный отличался только миловидностью. Политический успех был достигнут только при Дмитрии Ивановиче в 1362-1364 годах, когда Владимирское княжество стало вотчиной московских князей и были подчинены Ростов, Галич и Стародубовское княжество. Но Дмитрию в эти годы было 9-11 лет, так что, очевидно, дело не в нем. Но коль скоро так, то можно было бы приписать успех Москвы, а значит и объединение Руси счастливому случаю. Это решение Покровский совершенно справедливо приравнивает к выдаче себе, то есть исследователю, свидетельства о бедности. А в Москве ли дело? Приведенные версии, а точнее группы версий, свидетельствуют о пристрастии ученых XIX века к детерминизму, будь он географическим, социальным или персональным. Это нельзя ставить им в вину, так как теория вероятности еще не проникла в гуманитарную науку. Если же применить учение об этногенезе, то сама постановка проблемы изменится, и решение станет достижимо. В ареале пассионарного толчка появились люди сверхэнергичные, жертвенные, инициативные. Литовские пассионарии нашли себе применение в войне с орденом. Доминанта была понятна и близка их слабопассионарным соплеменникам, готовым поддержать своих вождей. Поэтому Гедимин, Кейстут и Альгерт не боролись с инерцией гомеостаза, а использовали природную воинственность для расширения государства. Объединение Литвы с Белой Русью усложнило этническую систему, а распространение культуры православия цементировало ее. В Великороссии было хуже. Обветшалые традиции, унаследованные от Древней Руси, удовлетворяли большинство населения, от князей и бояр до смердов. Пассионарные люди не были нужны, они всем мешали. Поэтому они могли найти применение своим талантам только в системе православной церкви. Во второй половине XIII века численное соотношение христианского и языческого населения неуклонно изменялось в пользу православия. Тому было несколько причин. Так монголы охотно принимали русских к себе на службу и комплектовали ими корпус, воевавший в империи Сун. Шли к ним язычники-пассионарии, которым сделать карьеру у православных князей было невозможно. И наоборот, православные пассионарии оставались дома, защищая Святую Русь. За 100 лет такой процесс дал плоды. Русская земля стала христианской с элементами двоеверия, не имевшими социально-политического значения. Даже такая цитадель уграфинского язычества, как Ростов, где еще в 1071 году был убит толпой епископ Леонтий, превратилась в центр христианской образованности на северо-востоке Руси. Немалое значение имели периферийное положение Ростова и смешанность в нем славян с мерей. Как уже не раз отмечалось, разнообразие ландшафтов и этносов в одном регионе способствует интенсивности этногенных процессов, образованию новой системы на стыке нескольких старых. Кроме того, Ростов ни разу не пострадал от татар. Постепенно он стал опорой ордынской торговли и влияния татар в Верхневолжье. Именно в Ростове нашел приют опальный племянник хана Берке, крещеный и принявший имя Петр. Здесь в XIV веке хоронили умерших на Руси знатных татарок. Появление татарских жен в княжеских теремах во второй половине XIII века имело последствия важные, но никем не отмеченные. Все невесты по христианскому канону должны были быть крещены, а перед этим обучены началам христианского учения. Не зная русского языка, они учились у своих священников, нестериан,
с которыми в 1142 году объединились якобиты, монофизиты. Носители обоих исповеданий не обращали внимания на догматические различия, но дружно ненавидели греческую церковь, изгнавшую их предков с родины. Однако передавать ученицам эти теологические тонкости было явно нецелесообразно. Поэтому вместе с татарскими женами на Русь пришло не несторианство, а новое мироощущение, укоренившееся благодаря сочетанию обстоятельств, упадку Византии и распадению Руси на суверенное княжество. Первые русские иерархи усвоили византийский цезарепапизм. Митрополит Иларион состоял при Ярославе, игумен Киево-Печерской лавры Феодосий был ярым сторонником Изяслава, а его современник Антоний – Святослава. Монахи и князья в стране, пропитанной языческими культами, держались друг за друга. Но когда к XIV веку большинство населения сделалось православным, то сложилась новая ситуация, далекая от греческих прототипов. Начало века. В 1299 году закончилась грозовая эпоха в Причерноморье. Мятежник Нагай, враг греков и тайный мусульманин, вместе с Улусом потерял голову. Победитель, законный хан Тахта, был веротерпим и доброжелателен. Подвластные ему страны наслаждались миром. На Руси после смерти великого князя Андрея Александровича ярлык на великое княжение был вручен в 1304 году тверскому князю Михаилу Ярославичу, человеку правдивому и благородному. Эти качества Тахта оценил по достоинству. Добивание последних сторонников Нагая на берегах Днестра и Буга затянулось потому, что это были потомки половцев. Они были дома и защищали свою страну. Во время этих тревожных лет митрополит Максим, не терпя насилия татарского, покинул Киев и в 1300 году перенес митрополию со всем клиром во Владимир. В Киеве остался митрополичий наместник, и, пожалуй, этот год следует считать концом Киевской Руси, хотя агония ее затянулась еще на полвека. Перенос митрополии во Владимир был своего рода демонстрацией лояльности русской церкви к золотоордынскому хану, потому что митрополит Максим поддержал Михаила Тверского, у которого был активный соперник Юрий Данилович Московский. Ханский ярлык и благословение владыки решили спор в пользу Твери. На следующий 1305 год Максим скончался, и вопрос о его преемнике приобрел небывалую остроту. Союз трона и алтаря, греческая модель, показался князю Михаилу столь соблазнительным, что он выдвинул кандидатом в митрополиты своего приближенного, игумена Геронтия. В ответ на это волынский князь Юрий Львович послал в Константинополь игумена Ратского монастыря Петра, чтобы хоть как-нибудь компенсировать утрату галицким княжеством церковной власти. Патриарх Афанасий и кесарь Андроник, не желавший раскола русской церкви, поставили в митрополиты Петра. Если бы не это решение, то волынский князь, женатый на полячке, легко мог перейти на сторону папы и оторвать от православия Галицию и Волынь. Но великий князь Михаил меньше всего думал о далеких Карпатах, ибо русская земля вообще перестала быть целостностью. Митрополит Петр был скромен в быту, весьма добросовестен в несении обязанностей и принципиален в вопросах веры. Проповеди его были доходчивы. Он не был властолюбив. Алчность и сластолюбие также не были ему свойственны. Любимым его занятием была живопись. В свободное время он писал иконы. Поэтому понятно, что он не оправдал надежд политических деятелей, которые хотели его использовать. Им были недовольны и Михаил Тверской, и Юрий Волынский, и даже патриарх Афанасий, которому русский митрополит показался чересчур независимым. А коль скоро так, то доносом на Петра был дан ход. Доносы были самые обычные. Бессребреника и аскета обвиняли в грехе симонии, торговле церковными должностями. Надо полагать, что сами доносчики, будь у них возможность, постарались бы обогатиться. А что есть люди иного психического настроя, они просто не представляли. Успех интриги казался им несомненным. И вот тут-то произошло неожиданное.
В дело вмешался народ, потребовавший созвать собор для разбора обвинений, предъявленных митрополиту. Великий князь был вынужден согласиться с общественным мнением, хотя сам относился к митрополиту враждебно. Но народ теперь был не тот, что раньше. Внуки и правнуки крещенных татарок, а также их товарищи по детским играм, охотам и полевым работам усвоили азиатскую ментальность, способ восприятия и оценки своей идеологии. Религия касалась их так же, как и епископов, ведь это было дело их совести, голос которой тем громче, чем выше пассионарность этнической системы. Вот по поведению русских людей Владимирского княжества в 1311 году можно увидеть различие с тем, что было стереотипом 100 лет назад. В Переяславле-Залесском был открыт собор, на котором тверской епископ Андрей и ростовский епископ Симеон выступили с обвинениями в адрес митрополита Петра. Вопреки канону на собор явились игумены, монахи, священники и даже светские лица. Последние проявили наибольшую активность. Пререкания были бурными и кончились полным оправданием Петра. Обвинители потеряли свои кафедры, а великий князь – авторитет. Это оказалось для него роковым, ибо через год, в 1312 году, умер его покровитель, хан Тахта, а царевич Узбек, фанатичный мусульманин, захватил престол Орды. Михаил Ярославич оказался в немилости, а его соперник Юрий Данилович Московский, женившийся на сестре узбека Кончаке в крещении Агафье, стал близким другом хана. Именно этот брачный союз обеспечил Москве победу над более сильной Тверью. В одном из сражений, в котором Михаил победил Юрия, Кончака Агафья попала в плен к тверичам и по неизвестной причине умерла. Конечно, тут же был пущен слух об отравлении ханской сестры, вряд ли соответствовавший действительности, но губительный для Тверского князя, а как оказалось потом, и для всего Тверского княжества. Отвлечемся на минуту и поставим вопрос. Может ли случайная смерть одной женщины изменить ход исторических событий? Ответить на этот вопрос нельзя, потому что он поставлен некорректно. Любое событие, то есть разрыв одной из системных связей, может либо пройти незамеченным, если система имеет достаточную инерцию саморазвития, либо сказаться на характере причинно-следственных связей, если 2-3 системы находятся в неустойчивом равновесии. Здесь наблюдается второй вариант. В Орде порядок был потрясен сменой государственной религии, а тем самым неизбежными изменениями как в стане союзников, так и среди врагов режима. Узбек, оставшего из степного хана мусульманским султаном, начали активно поддерживать купцы и горожане Среднего Поволжья, а степняки Белой Орды оказывали ему сопротивление, закончившееся с гибелью хана Ильбасмыша, после чего имена ханов становятся мусульманскими. А поскольку религиозная форма не распространялась на Русь, то сохранить контакт Орды и Руси оказалось возможным. Узбек выдал митрополиту Петру ярлык с подтверждением иммунитета и привилегий церкви, а поскольку Петр, обиженный Михаилом Тверским, зачастил в Москву, то личная горечь от гибели сестры и политический расчет объединились. Выиграл от этого Юрий Московский. Юрий чистоплотностью в политике не отличался. В 1318 году по его доносу был казнен в Орде Михаил Ярославич. Сын Михаила Дмитрий Грозный Очи зарубил доносчика и поплатился за это головой. После этого в Твери усилились антитатарские настроения, вылившиеся в погром ордынского посольства, за что Тверь была разрушена, но не татарами, а москвичами. За это время литовский князь Гедимин 1316-1341 годы подчинил Полоцк, Туров, Пинск и Витебск, а Киев сделал зависимым владением. Литва стала противовесом Орде, а Тверь с 1327 года стала ориентироваться на Литву. Так создались две коалиции – Московско-Татарская и Литовско-Тверская. Золотая Орда неуклонно слабела, Литовское княжество усиливалось. Преемник Гедимина Альгерд захватил Северскую Русь, Новгород-Северский, Киев и поддерживал Тверь против Москвы. Даже в Новгороде сложилась пролитовская партия. Казалось, что Гедиминовичи, заменив Рюриковичей,
возродят Древнюю Русь. Для этого им надо было только взять Москву, ибо суздальские и рязанские князья не имели ни силы, ни желания бороться с победоносными литовцами, а в Орде с 1359 года началась Великая Замятня, смута, парализовавшая все силы этого химерного государства. Но так не получилось. Почему? Неустойчивость. Начало пассионарного подъема неизбежно связано с ломкой устаревших структур и поведенческих стереотипов. Этого не избежала даже великолепно отлаженная административная система Диоклетиана, преемники которого вынуждены были капитулировать перед пассионарными консорциями. На Руси процесс подъема прошел более плавно. Князья держали свои вотчины, а люди свободно меняли места жительства, а тем самым и властителей. Правом отъезда пользовались не только смерды, купцы и бояре, но и князья, точнее младшие братья великих князей. Рост пассионарности сделал подчинение делам добровольным, а понятие государственной измены – абсурдным, так как люди считали себя свободными, а правители не имели сил для обуздания вольнолюбивых русичей. Однако была сила, которая цементировала складывающуюся систему – православная церковь. Вероотступничество рассматривалось как выход из системы, как измена. И поэтому не случайно, что древнеарийское слово «смерд» от персидского «мард» – муж, применительно к русским заменилось термином «крестьянин», то есть православный христианин. Князья были вассалами бессерменского султана, следовательно, не могли котироваться как высший авторитет. Зато митрополит пользовался всеобщим признанием, в том числе и хана Золотой Орды, не облагавшего налогами церковное имущество. Поэтому церковь XIV века иногда называют корпоративным феодалом, иногда теократией, отнюдь не западной модели. Но тогда какой? Неужели кочевнической, несторианской? А почему бы и нет? Легенда о царе-первосвященнике Иоанне была вымыслом крестоносцев XII века, но для степных кочевников-несториан она была мечтой. Ради этой мечты они поддержали царевичей Арик-Бугу 1260-1263 годы, Инаяна 1287 год, в Восточной Азии, и Сартака, сына Батыя, в 1256 году на Волге. Войну они проиграли, и те немногие, которым удалось спастись, принесли на русскую землю свои идеалы. Конечно, простые вояки не разбирались в теологических нюансах, но это было даже хорошо, потому что не возникали религиозные диспуты. А вот их настроенность позволила им легко распространиться среди русских, раздробленных между отдельными княжествами. Единение, столь необходимое растущему этносу, осуществлялось путем общего почитания церкви, как сказали бы в XX веке, единство идеологии, которую уважал сам верховный правитель, хан Золотой Орды. Да и хан поступал со своей точки зрения разумно. Князей было много, вели они себя различно и доверия не вызывали. Западная граница Улуса находилась под постоянным давлением Литвы, куда князья спасались от ханской опалы. А позиция митрополии была твердой, поэтому с ней можно было договориться, и ее стоило поддерживать. Ошибка Михаила Тверского, незаслуженно обидевшего митрополита Петра, толкнула последнего на дружбу с московским князем Иваном, а тот был очень выдержан и тактичен. Петр уехал умирать в Москву, и его мощи осветили этот город. Так совершенно неожиданно осуществилась мечта о царстве пресвитера Иоанна, которой добровольно служили князья и бояре, дружинники, горожане и поселяне, все ставшие из мужей крестьянами. Из такой постановки вопроса само собой вытекало решение проблемы границ. Все земли, населенные православными, должны подчиняться великому князю Владимирскому, причем самоуправление не упразднялось, а взаимоотношения между княжествами определялись договорами. Ситуация типичная для возникающего суперэтноса. Тонкая церковная дипломатия установила союз православной Руси с мусульманской Ордой, оговорив взаимные обязательства, исключавшие военные конфликты. Восточная граница была спокойна до начала деятельности Мамая, но о нем речь пойдет позже. Зато на западной границе было неспокойно.
Активность Литвы возрастала и сдерживалась только постоянной войной с Ливонским орденом, непримиримым врагом и Литвы, и Руси. Молниеносные удары Гедимина и Альгерда нанесли русичам больше урон, чем поход Батыя. Хуже всего было то, что в отличие от татар, литовцы оккупировали завоевываемые ими территории и к концу XIV века овладели всеми землями Киевской Руси, за исключением Новгорода. Но и там создалась антимосковская, значит, пролитовская партия. Связь новгородской земли с Великороссией слабела. Идея православной теократии была в Новгороде отвергнута полностью. И, наконец, не все русские княжества стремились к объединению ценой потери своей самостоятельности. Тверь и Рязань предпочитали союз с Литвой подчинению Москве. Суздаль готов был оспаривать право на Великий стол. Даже нижегородский князь Борис женился на дочери Альгерда, уповая на помощь тестя. Древние обычаи сопротивлялись новой суперэтнической доминанте. И вдруг в историю вмешалась природа. На русскую землю навалилась черная смерть. Чума. Беда. Гнев природы проявляется разнообразно. Наводнения, землетрясения, извержения, засухи могут представлять угрозу всему живому, но и сама биосфера создает не менее жестокие зигзаги, губительные для неподготовленных антропоценозов. В середине XIV века слухи о чуме в Индии и Китае не вызвали в Европе пылких эмоций. Даже когда эпидемия проявилась в Сирии, Египте и Малой Азии, европейцы были уверены, что это их не касается. Но люди стали умирать в Крыму. Говорят, что хан Джанибек, осаждая Кафу, Феодосию, приказал перебросить через стену этой генуэзской крепости труп человека, погибшего от чумы. Так зараза проникла в неприступную твердыню. Генуэзцы спешно эвакуировались и двинулись домой, но по дороге останавливались в Константинополе и в Мессине в 1347 году. Чума поразила Византию и Сицилию. В 1348-1349 годах эпидемия опустошила Италию, Испанию, Францию, Венгрию, Англию, Шотландию, Ирландию, Данию, Норвегию, Швецию, Нидерланды. Была занесена на кораблях в Исландию и в Пруссию, после чего в Западной Европе затихла, но в 1351 году перекинулась в Псков. В 1353 году, опустошив Великое княжество Московское, злая зараза ушла на юг в степи, не затронув Нижнего Новгорода. Москва и Подмосковье на время опустели. Гибель от эпидемии, по непроверенным сведениям, достигала 30% населения. В Париже в 1349 году каждый день умирало до 800 человек. Но на одном месте эпидемия продолжалась от 4 до 6 месяцев, после чего уцелевшие могли считать себя в безопасности и оплакивать погибших родственников. Впрочем, они предпочитали другие занятия, восстанавливали нормальную жизнь. Как ни странно, эпидемия чумы обошла стороной Чехию и Польшу, а также, по-видимому, Литву. Население этих стран не сократилось, и потому они оказались самыми сильными государствами Европы на то время, пока демографический подъем не вернул военно-политическую мощь Франции, Англии, Кастилии и Германии. Но за это время бывшие лены Германской империи превратились в королевство с французскими династиями. В Чехии правили люксембурги, а француженные немцы, а в Польше анжуйцы, Людовик Венгерский и его дочь Ядвига. Немцы, пользуясь покровительством королей, стали селиться в городах Чехии и Польши и обучаться в университетах, основанных в Праге, 1348 год, и в Кракове, 1364 год. С немецким образованием в славянские страны пришли западные моды и магдебургское право, обеспечивавшее привилегии горожан. Чехи и поляки, за исключением вельмож, стали податным сословием в собственных землях, а Силезия была заселена немцами полностью. Трудно сказать, что оказалось более губительным. Кратковременная чума, после которой быт и социальный строй восстанавливались, а демографический взрыв восполнял потери. Или постепенное онемечивание, искажающее культуру и мировоззрение западных славян. Забегая вперед, скажем, что чехи ответили на это гуситскими войнами, а поляки нашли спасение в унии с пассионарной Литвой.
Но для нашей темы важнее Русь и Орда. Обновление. Губительный рейд чумы по Европе унес около четверти населения, но не повлиял ни на феодальную структуру общества, ни на блестящую культуру Средневековья. Это неудивительно. Природные факторы не влияют на социальную форму движения материи, а население, находившееся в акматической фазе этногенеза, быстро восстановилось. Наиболее пострадавшие страны Франция и Англия даже не прекратили столетнюю войну. Объяснимо и это. Оригинальная культура, развивавшаяся с IX века, с каролингского возрождения, цементировала суперэтническую систему, стройное здание которой было устойчиво и перенесло внезапный удар, как перенесло бы морозную зиму или ураган. Другое дело, если бы такое или сходное несчастье постигло этнос на стыке фаз, когда он уязвим, как меняющая кожу змея. Тут последствия были бы непредсказуемы. На Русь чума пришла с Балтики, появившись в 1351 году в Пскове. В 1353 году от этой болезни умер великий князь Симеон Гордый со всей семьей, за исключением младшего брата, Ивана Ивановича Красного, не имевшего никаких политических и военных способностей, но весьма скромного и сговорчивого. Зная характер Ивана, Симеон завещал бразды правления не ему, а митрополиту Алексею, крестнику его отца, Ивана I Калиты. Митрополит Алексей возглавлял правительство до самой своей смерти в 1378 году. За истекший период ярких событий было мало, а перемен много. На месте конфедерации вассалов Золотоордынского хана возникло государство Московское, зерно Великой России. А Орда из золотой стала синей. Это было не одно и то же. Примечательно, что религия, культура, способ хозяйства, домашний быт и даже семейные связи за XIV век не изменились. Но 200-летний упадок, удачно названный погибелью русской земли, сменился подъемом, превратившим маленькое княжество в великую державу. Поскольку объяснения этого бесспорного феномена уже были нами рассмотрены и отвергнуты как неудовлетворительные, попробуем применить теорию этногенеза. Как было отмечено, в начале XIV века пассионарный толчок поднял литовцев, русских и турок-османов. Но дальнейшие судьбы этих этносов имели существенные различия. Турки втянули в свой состав потомков удалых византийских акритов, пограничников, а потом пополнялись газиями из Анатолии и Диарбекра, янычарами из Македонии и Болгарии и наемными пиратами, которыми тогда кишело Средиземное море. Короче, они собирали под знамя полумесяца всех пассионариев, которые меняли веру на карьеру. Это определило быстроту и кратковременность их успехов. Часть литовцев восприняла культуру покоренной Древней Руси, но другая часть была втянута в Польшу. Что произошло потом, известно. Русским пассионариям больше всего мешали собственные субпассионарии, сковывавшие их инициативу, но девать их было некуда, и потому поединок выигрывала Литва. И вдруг черная смерть, которая беспощадно косила людей всех пассионарных уровней. А потом, после 1353 года, отчаяние от потери близких, от одиночества в вымерших деревнях, от безысходности. Преодолеть отчаяние могли только очень пассионарные люди. Они восстановили жизнь, рассеяли генофонд по популяции, и через 25 лет начался подъем. Отметим, что этническая карта Волго-Окского междуречия XIV века была пестрой. Тверичи, москвичи, суздальцы, рязанцы, смоляне, не говоря уже о новгородцах, различались друг с другом на этническом уровне. А миряне в Московском княжестве, мурома в Рязанском, вепсы в Новгородской республике составляли субэтносы. Многочисленные крещенные татары и дети татарок ассимилировались в коренном населении, потому что высокая пассионарность повышает поведенческую пластичность. При этом разные этнические субстраты, включавшиеся в этногенез, являлись носителями различных мировоззрений, которые синтезировались в новое при пассионарном подъеме. Поэтому православные великороссы верили ортодоксально, ощущали принадлежность к религии оригинально и переносили сложившуюся ментальность на организационные функции церкви, уважая ее более нежели государство.
На персональном уровне доминанта процесса совпала с доминантой этнической. Крестник Ивана Калиты учился у митрополита святого Петра и, став митрополитом после грека-феогноста, продолжил политическую линию своего учителя. Этому способствовали обстоятельства. В 1355 году Киевскую митрополию получил сын Тверского боярина Роман, сторонник Альгерда и противник Алексея, поставленного в 1354 году митрополитом всея Руси. Фактически Константинопольская патриархия, то есть Византия, этим назначением разделила русскую церковь и поддержала Литву. Алексей не признал разделения митрополии, но и не порвал с Константинополем, благодаря чему обошелся без церковного раскола. Однако различия греческого и русского мироощущения, порождающего оригинальный тип культуры, углубились. Союз митрополии с московским княжеством, управлявшимся старыми боярами, родственниками владыки Алексея, был равно необходим им обоим. Алексей, в отрочестве Елиферий Плещеев, был сын черниговского боярина Федора Бяконта, поступившего на московскую службу в конце XIII века. Церковь посредничала между Владимирской землей и Золотой Ордой в те страшные годы, когда Альгерд захватывал город за городом. Добрый царь Джанибек был единственным достойным противником Литвы, заинтересованным в отражении агрессии. Татары уже потерпели поражение на Синих водах и потеряли низовье Днепра. Тверь и Рязань тянули в сторону Литвы. Москва была на очереди. Без мощного союзника у нее не было ни одного шанса уцелеть. Но она не только уцелела, но и победила. Рассмотрим, как это могло произойти. Лев и Агнец вкупе почиют. Положение регента Великого княжества Владимирского было настолько трудным, что казалось безвыходным. Даже самая искусная дипломатия не восполнит отсутствие живой силы, людей, одушевленных этнической доминантой, государственной идеей, патриотизмом. Чума опустошила страну в 1353 году, и для воспроизводства населения требовалось не менее четверти века. В этот тяжелый период прошла деятельная жизнь владыки Алексея, бывшего для России тем же, чем был аббат Сугерий для Франции, Григорий VII для Римской церкви, Салон для Афин, Заратуштра для Ирана и Дзонхава для Тибета и Монголии. Такие деятели замечательны тем, что они умели найти выход из безнадежной ситуации, не погрешив ни против своей страны, ни против своей совести. Хан Джанибек был правителем мудрым и волевым, но никто не может победить закономерность этногенеза. Резня, учиненная его отцом-узбеком, и введение вместо ясы туркменских обычаев наследования престола превратили улус Джучиев в химеру. Орда стала причудливым сочетанием поволжских городов, многочисленных осколков половцев, алан, черкесов и караимов на западе, и предков казахов, сибирских татар, башкир, камских болгар и чувашей на востоке владений. Эти этносы были различны по культуре, религии, ибо обязательность ислама была относительной, а пропаганда его непоследовательной, экономике и политическим устремлениям. Термин «татары» превратился из этнонима в политоним, а в XV веке потерял и это значение. Только воля хана удерживала этот конгломерат от распадения, но, как оказалось, ненадолго. Самым трагическим последствием химеризации улуса Джучиева было изменение порядка престолонаследия. Яса предписывала выбор войском верховного хана, по сути, пожизненного президента, обязанного следовать закону и соблюдать обычаи. В феодальной Европе наследником считался старший сын. На Руси великое княжение давалось ханским ярлыком, из-за чего удельные князья истощали свои богатства на взятки влиятельным мурзам. А у западных тюрок все сыновья хана имели равные права на престол, что при каждой смене правителя вызывало братоубийство. Джанибек тоже перешагнул через трупы двух братьев. Он не мог поступить иначе, так как в противном случае был бы убит сам. С точки зрения биологии этот обычай был противоестественен, ибо стимулировал отрицательный отбор, потому что кроме царевичей гибли их эмиры и нухуры. Он был асоциален, так как расшатывал государственную систему,
вносил в нее нервозность и неуверенность в завтрашнем дне. Он был безнравствен, так как вел к гибели невинных людей. Этническая система становилась неустойчивой. Джанибек все это отлично понимал, но ничего сделать не мог. Он старался угождать поволжским купцам и ради их интересов совершил поход в Персию, где власть захватил некий тиран, грабивший своих подданных и тем мешавший торговле. Джанибек его казнил, но обошелся без завоевания. Союз с митрополитом был также выгоден ему, потому что он мог ему верить. Честность – лучшая политика. Но гибель пришла из родного дома. Хан Джанибек заболел и лежал в шатре. К нему допустили старшего любимого сына, Бердибека, который убил отца, затем братьев и в 1357 году стал ханом. Однако ярлык митрополиту на церковное имущество изверг выдал. Союз пока не был нарушен. Отца-убийца Бердибек недолго сидел на престоле. Его убили, и началась великая замятня. Смена ханов, многие из которых правили меньше года. Дружба льва с агнцем кончилась сама собой, потому что лев сдох и разлагался с 1357 по 1380 год. В этот период Орда политической целостности не представляла. На востоке хан Белой Орды Урус боролся с царевичем Тохтамышем, использовавшим поддержку эмира Тимура. К 1376 году Тохтамыш победил и заявил свои права на остатки Золотой Орды, но встретил противодействие со стороны темника Мамая, командовавшего в Крыму и Причерноморье. Под началом Мамая были почти исключительно антиордынские улусы и этносы, половцы, ясы, косоги, крымские евреи, но особенно ценным для него был союз с Генуей, имевшей колонии в Крыму. Считать Мамая ордынцем или даже союзником Орды никак нельзя. Он был мятежником, хотя и не демонстрировал этого, предпочитая изображать верноподданного, чтобы легче убивать тех царевичей, которые ему доверялись. А русские князья продолжали возить дань в сарай, ибо ценили союз с государством, спасшим их от литовского натиска. А за этот же период у агнца отросли рога. Митрополит Алексей присоединил к Москве Ростов, Галич, Соликамск и даже Владимир, одолев в 1362-1364 годах претендента на великое княжение Дмитрия Константиновича Суздальского. Даже лишенная татарской поддержки митрополия смогла превратить Москву в столицу обновленного государства, которое уже следует именовать Россией. Итак, сама постановка вопроса о причинах возвышения Москвы в XIV веке некорректна. После Черной смерти Москва стала точкой приложения сил митрополии, то есть организованной пассионарной элиты Великороссии. Этому, как ни странно, способствовали весьма посредственные способности московских князей, однако обладавших тактом, позволявшим их очень талантливым и волевым сотрудникам, боярам и монахам, вести тонкую и дальновидную политику приобретательства земель и привлечения умных и энергичных людей. Церковь, как социальная организация, дала этим пассионариям доминанту, защиту православия, которой можно было служить искренне, а не ради выгоды. Купленные друзья всегда ненадежны. Сопротивление новой этносоциальной системе оказывали поборники сепаратизма – Тверь, Рязань, Нижний Новгород, попытавшиеся найти опору в языческой Литве. Князья были энергичны и храбры, но защищали себя и своих приближенных, а не идею. Иначе говоря, они противопоставляли личные интересы идеалу, то есть далекому прогнозу. Поэтому после заключения мира Москвы с Литвой в 1371 году все великорусские князья признали себя подручниками Москвы, то есть митрополита Алексея. Рассматривать политическую линию митрополита и руководимого им великого князя, друживших с Ордой, как капитулянскую, соглашательскую и непатриотическую, никак нельзя. Выход или дань платить приходилось, но обременителен этот налог не был. Было подсчитано, что даже в тяжелом 1389 году Дмитрий Донской заплатил 5000 рублей дани, что при пересчете на число населенных пунктов составляло полтину с деревни. Гораздо больше денег тратили наши князья на взятки татарским эмирам, ибо интриги без взяток были обречены. Но это явление не столько порядка, сколько беспорядка,
и повинны в нем обе стороны. Конечно, о слиянии двух народов в единый этнос после злодеяний узбека не могло быть и речи. Да, оно было и нецелесообразно, так как ареалы проживания русских и татар были различны, способы ведения хозяйства тоже, а в идеологическом плане православные и мусульмане уживались друг с другом, но отнюдь не стремились объединиться. Это и называется симбиоз. Гораздо напряженнее был контакт с католиками. Его в полной мере ощутили западные русские спустя 2 века, хотя и в конце XIV века им было несладко. Иначе к их числу присоединились бы Новгород, Тверь, Рязань и Суздальско-Нижегородское княжество. Но этого ведь не произошло. Наступившим развалом Орды воспользовался литовский князь Альгерд. В 1362-1363 годах он занял Подолию, Киев и Чернигов, открыв дорогу на Великую Русь и в том же 1362 году разбив татарских князей у Синих вод, река Синюха, левый приток Буга, вытеснил татар за Днепр и Дунай в Добруджу. Литва получила такой козырь, который мог бы помочь ей выиграть гегемонию в Восточной Европе. Но время работало против Альгерда. Москва устояла, потому что московская политическая идеология была церковной. Московский царь мыслил со своими подданными не столько как государь национальный, сколько как царь православного христианства всего мира. Такое было возможно только в фазе пассионарного подъема, когда ведущая консорция растет как снежный ком, вбирая в себя все этнические субстраты, оставшиеся от увядающей старины. Митрополии служили тверичи, рязанцы, смоляне, суздальцы, киевляне, белорусы, крещеные татары и крещеные зыряне, карелы и ижаряне, новгородцы и псковичи. А Москве только московиты. Но поскольку митрополит Алексей жил в Москве и руководил малолетним Дмитрием, все усилия язычника Альгерда были тщетны. Литовцы побеждали часто, но всегда не окончательно. И даже когда умерли 2 великих соперника, князь Альгерд в 1377 году и митрополит Алексей в 1378 году, расстановка сил была такова, что о победе одной стороны не могло быть и речи. Удар в спину. Здание православной теократии, воздвигнутое митрополитом Алексеем при помощи игумена Троицкой лавры Сергия Радонежского, стало крепиться еще при жизни владыки. Как часто бывает, причиной тому были не враги, а друзья. В 1375 году константинопольский патриарх Филофей восстановил Киевскую митрополию и поставил во главе ее болгарина Киприана. Этим актом русская церковь была разделена на великорусскую и литовскую, что с позиции церкви надо признать разумным. При постоянных столкновениях Литвы с Москвой управление обеими частями церкви было неосуществимо. Владыка Алексей воспринял свершившийся факт спокойно. Но обратную позицию занял великий князь Дмитрий Иванович. Этот, казалось бы, незначительный факт привлек внимание многих историков, но он не безразличен и для этнолога. Хорошев. Приведены цитаты из Ключевского, Преснякова, Бахрушина, Тихомирова, Лихачева и Черепнина, не расходящихся в оценке заслуг владыки Алексея. Князь Дмитрий превратился из ребенка в инициативного политического деятеля. Поколение, родившееся после чумы, тоже возмужало. Князь и его сверстники сочли себя способными решать государственные задачи лучше, чем старые монахи, ибо пассионарный уровень этноса возрастал, а значит, возникла вечная проблема отцов и детей. Юноши шли уже не в монастыри, а на службу великому князю, потому что территориальный рост государства обеспечивал вакансии для желающих сделать карьеру. Во дворце князя это было легче, чем на подворье владыки. Поскольку митрополит Алексей состарился, то возник вопрос о его преемнике. Дмитрий Иванович выдвинул кандидатуру своего духовника Митяя. В 1376 году организовал его постриг и стал нудить митрополита благословить себе Митяя в преемнике. Алексей отказал, и перед кончиной 12 февраля 1378 года надел свой крест с мощами на Сергия Радонежского. Сергий принял крест во имя монашеского послушания, но от кафедры отказался, видя несогласие великого князя с его кандидатурой. В 1379 году произошел разрыв церкви и светской власти. Сергий Радонежский и Дионисий
епископ Суздальский, отвергли Митяя, нарушив волю великого князя. Союз трона и алтаря распался. Митяй умер по дороге в Константинополь. Посвященный в митрополиты Пимен, переяславский архимандрит, не был принят в Москве. Великий князь сослал Пимена, а в 1381 году пригласил Киприана, которого поддерживал Сергий Радонежский. Дмитрий, подозревая Пимена в отравлении Митяя, снял с него белый клобук и заточил его. Троичевский, учебник русской истории. В эти же годы вспыхнул конфликт русской церкви с Мамаем. В Нижнем Новгороде по инициативе Дионисия Суздальского были убиты послы Мамая. Возникла война, шедшая с переменным успехом, закончившаяся Куликовской битвой и возвращением в Орду Чингисида Тохтамыша. В этой войне, которую навязала церковь, участвовали две коалиции – Химерная держава Мамая, Генуя и Великое княжество Литовское, то есть Запад, и блок Москвы с Белой Ордой, традиционный союз, начало которому положил еще Александр Невский. Тверь от участия в войне уклонилась, а позиция рязанского князя Олега не ясна. Во всяком случае, она была независима от Москвы, потому что в 1382 году он, подобно суздальским князьям, воюет на стороне Тохтамыша против князя Дмитрия. Таковы факты, которые нам предстоит интерпретировать. С позиции государственной целесообразности изменение политической линии было глупо. Теократия за 20 лет сделала Москву столицей России, не пролив ни капли крови. В 1365 году Сергий Радонежский одной угрозой закрыть церкви принудил Нижний Новгород к компромиссу. А через год война двух Дмитриев закончилась династическим браком Дмитрия Московского на дочери Дмитрия Суздальского. Новгородская республика подтвердила свое единение с Великороссией через митрополию. Когда в 1375 году киевский митрополит Киприан захотел включить в свою епархию Новгород, ему было отказано. «Шли к великому князю на Москву», — отвечали новгородцы, «и если тя примет митрополитом на Русь, то ти и нам еси митрополит». Казалось бы, менять выигрышную политику можно только на худшую, но пассионарии всегда деятельны, хотя и не всегда умны. Великокняжеская оппозиция мешала церкви объединить русскую землю не потому, что она стремилась к иной цели, а потому что ее представители не отдавали себе отчета в последствиях своих поступков. Митяй действовал против Сергия и Алексея просто потому, что они мешали его карьере. При этом он вряд ли думал о патриотизме и защите православия от язычников, басурман и латинцев. Укреплению русской земли и ее мощи Митяй только мешал, и от него избавились. Россия стоила того, чтобы ее спасать. Но сам факт появления второй пассионарной консорции, светской и придворной, указывает на рост пассионарного напряжения на Руси. Система усложнилась, что с одной стороны увеличило ее энергетический, боевой и экономический потенциал, а с другой расшатало этносоциальную доминанту. Противники старого порядка не имели собственной политической программы, они просто старались поступать наоборот. Об этом прямо заявил Дмитрию Донскому митрополит Киприан. «Ныне же окружили тебя как псы, многие, суетно и напрасно они стараются». А ведь эту позицию Киприана поддерживали Сергий Радонежский, Дионисий Суздальский, Федор Симоновский и почти все наследники идеи покойного митрополита Алексея. Идея эта была проста. Православная теократия, опирающаяся на сочувствие народа и руководящая князьями. Та самая идея, которую описали крестоносные мифотворцы как грозную реальность, тогда как в Азии она была только мечтой о царстве пресвитера Иоанна. Учитывая свойства человеческой психики, можно не удивляться нелюбви Дмитрия к владыке Алексею. Перед походом на Мамая князь поклонился раке святого Петра, но прошел мимо гроба Алексея. Видимо, даже в этот критический момент он не мог простить того, что удар в спину владыки, замышленный его другом Митяем, прошел мимо цели. Православная церковь устояла и выправила политические просчеты молодого и не очень талантливого князя. Но канонизация Алексея и Сергия была отложена надолго, до 1447 года.
При этом примечательно, что церковь ни материально, ни морально не пострадала, и ход событий не изменился. Нелепый удар пришелся по политической линии, традиции Александра Невского. За легкомыслие князя расплатился народ тысячами русских трупов на Куликовом поле. Не будь интриг Митяя и ссоры Дмитрия с Алексеем, потери в войне были бы меньше, а результат больше. Ибо вряд ли Егайло смог бы увлечь православных подданных на войну с чтимым ими митрополитом. Нет, здесь не место в сотый раз рассказывать о дне рождения Великой России на берегах реки Непрядвы 8 августа 1380 года. Повторение известного только уводят от понимания глобальных процессов. Все знают, что русская рать победила скопище Мамая, но для того, чтобы осознать значение этого великого деяния, надо посмотреть на него с новой стороны, ибо в истории все явления – это не противостояние, а многоугольники. Здесь кончается сфера компетенции историко-филологического метода, наткнувшегося на непреодолимую преграду – дискуссию о войне против татар за освобождение Руси. Этот спор не нужен и, более того, беспредметен, так как татарского единства уже не было. Талантливый и энергичный темник Мамай происходил из рода киян, враждебного Темуджину и проигравшего войну в Монголии еще в XII веке. Мамай возродил причерноморскую державу половцев и алан, а Тохтамыш, возглавив предков казахов, продолжил улус джучиев. Мамай и Тохтамыш были врагами. Традицией Руси был союз с Ордой, следовательно, с Тохтамышем. Значит, оппозиция должна была искать союза с Мамаем. Но если так, то и мира с Литвой, союзницей Мамая. Церковная партия должна была рассорить великокняжескую партию с Мамаем. И она проделала это с невероятным искусством. Мамай всеми силами стремился к союзу с Дмитрием и Митяем, пропустив последнего через свои владения кратчайшим путем, по Дону, в Константинополь. После гибели Митяя и ссылки другого члена великокняжеской группы Пимена, Сергий и Дионисий вернули свое влияние, и сила вещей толкнула Дмитрия на Куликово поле, а Мамая – в лапы предателей генуэзцев, отравивших ненужного друга. Трагическая гибель Мамая весьма поучительна в аспекте этнологии. Мамай был степняк. Он считал, что убивать противников можно, а предателей нужно. Но друзей обижать нельзя, потому что это так нехорошо, что даже в голову прийти не может. Это было мироощущение монголо-тюркского суперэтноса, пережившего в 1369 году надлом и шедшего к распаду, потому что его разъедали чужие культурные воздействия – китайское, тибетское, мусульманское, иранское и европейское. У генуэзцев была иная этика. Они считали, что главное в жизни – выгода, что монголы и тюрки почти не люди, а объект для коммерческих операций. Когда они сильны, их надо использовать, когда ослабли – выкинуть. По сути, это была психология зарождавшегося капитализма. Этика, базировавшаяся на капиталистических общественных отношениях, была не симпатична ни русским, ни татарам, ни византийским грекам. Экономические интересы, господствовавшие в условиях зародившейся в романо-германской Западной Европе формации, были им непонятны, проявления их вызывали отвращение. Даже хан Джанибек, узнав, что случившимся в причерноморских степях массовым падежом скота, вызвавшим голод, воспользовались генуэзцы, чтобы по дешевке покупать у татар детей для работорговли, возмутился и двинул войско на Кафу. Ему было просто непонятно, как можно использовать беду соседа для легкого обогащения. С его точки зрения это было очень дурно. С татарским войском в Крым пришла черная смерть, чума, опустошившая Европу. Сама природа выступила против хищничества генуэзских торгашей. Мамай не был столь предусмотрителен и стал союзником генуэзских купцов. Ему и в голову не приходило, что его считали неполноценным, не любили, а использовали. И он стал жертвой контакта на суперэтническом уровне. Зато его дети, успевшие уйти на литовскую Украину, уцелели. Но повторяю снова, моральные оценки для природного процесса этногенеза недействительны. В XIV веке Западная Европа находилась в финале акматической фазы, пассионарное напряжение которой породило колониальную экспансию.
Монголосфера, растратившая свою пассионарность в междоусобных войнах, вступала в фазу надлома. Распад ее был неизбежен, несмотря на наличие богатых земель, повышенное увлажнение степей, позволявшее увеличить выпас скота, и множество доблестных богатырей, верных своим природным ханам. Откуда пришли миазмы распада, пока не ясно. Поэтому отступим на шаг по шкале линейной хронологии, дабы расширить диапазон обзора и увидеть явление, феномен, более полно, а тем самым и более точно.